В среду 20 июня примерно в 15:45 в Министерство по чрезвычайным ситуациям Абхазии поступило сообщение о том, что на месте, где река Киласур впадает в море, пропали двое юношей. Спасательная группа МЧС Абхазии сразу же выехала на место происшествия. К поиску молодых людей были подключены все катера Государственной инспекции по маломерным судам и вертолет. Водолазы МЧС Абхазии более 4 часов искали студентов. Когда стемнело, работа спасателей была приостановлена. 21 июня рано утром водолазы вновь погрузились в море на поиски пропавших. В 4 утра вышли наши водолазы, зашли в море под водой, искали около получаса они искали. Вода была в принципе чистая, особо таких течений не было. И где-то вот за полчаса они нашли, которые вчера утонули, 2 человека. Место, где река Киласур впадает в море, является опасной зоной, так как именно здесь образуется водоворот из-за 2 встречных потоков. Диаметр потока воды в этом месте резко расширяется, а затем вновь сужается до обычного размера, что приводит к появлению компенсирующей воронки под водой. Купаться на этом месте опасно для жизни. От берега практически около 10-15 метров, резкие обрывы и водовороты. Поэтому здесь купаться запрещено и плавать тем более. На глаз мы вот видим, как река впадает в море, это верхнее течение. Течение разное, оно уходит в разные стороны, вот. Но под водой зачастую здесь везде круговороты. Они буквально по 5-10 метров друг от друга. Это уже не первый случай, когда на этом месте тонули люди. Только за последние 5 лет здесь погибли более 20 человек, но указателей, запрещающих купание в море, на этом месте мы не увидели. Вообще здесь были указатели о запрещении купания, но, видимо, в шторм их унесло. Но, тем не менее, мы сейчас будем обсуждать с администрацией города, чтобы они ставили запрещающие знаки. Всего на морском побережье Абхазии 54 пляжа, из них только 22 соответствуют необходимым нормам и требованиям безопасности, поэтому там разрешено купание. В начале мая месяца мы выдаем предписание в администрации города, так как городской пляж относится к администрации города, и арендаторам пляжей. Это гостиницы, которые арендуют пляжи. В этом предписании указано, что должно быть на пляжах. Практически 2 спасателя должны быть на расстоянии пляжа каждые 100 метров. Должна быть у них спасательная лодка, либо шлюпка спасательная, оградительные буи. После выдачи этих предписаний там указано время, когда мы приходим и осматриваем, что сделано. Практически по всей Абхазии, по городу Сухуму 2-3 пляжа что-то делается по этим предписаниям. Остальные, как показывает практика, никто ничего не делает. Наказать как таковое мы их не можем пока, но документ находится в разработке. Как этот документ примется в ближайшее время, мы уже будем иметь право их наказывать. Еще одна опасная зона для купания в Сухуме – район Маяка, где река Гумиста впадает в море. Подходя к воде, сразу замечаешь вихревое спиралевидное течение, которое образуется в поверхностных слоях воды. Самих воронок с берега не видно, они находятся под водой, и в этом их опасность. Если даже хорошая погода, в горах может быть дождь, и, естественно, река Гумиста, она может выйти из берегов, и она делает вот эти вот воронки, течения и так далее. И с правой, и с левой стороны купаться очень опасно, поэтому и запрещено в этих местах купаться. Во всех районах Абхазии, где реки впадают в море, купаться опасно для жизни. Нужно принять все необходимые меры, чтобы не допустить еще одной трагедии. Алика Трапш, Тимур Гугохи, Абхазское телевидение.